Исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет 4 обещания сатаны. Шейх Захир Махмуд. Шайтан обещал Аллаху 4 вещи. Данное видео основано на аяте из Священного Корана, где сатана дает 4 обещания Аллаху. Коран, сура 4, аят 119. Шайтан обещал Аллаху 4 вещи. Первое. Я буду вводить их в заблуждение. А вы посмотрите на большинство людей сегодня. Вместо того, чтобы быть рабами милостивого, они стали рабами сатаны. Второе обещание. И возбужу в них ложные желания и мечты. И субханаллах, в целом можно обозначить 2 вида ложных страстей и желаний. Первый вид – это плотские желания, желания вашего тела. Взгляните на наше общество, как оно поддалось власти сатаны. Так и есть, вы только посмотрите на наше общество сегодня. Это общество, помешанное, исходящее с ума от беспорядочных половых связей. Это общество, которое продвигает якобы безопасный секс, потому что, по их мнению, это физический акт, которым вы занимаетесь, в то время как с точки зрения ислама это духовный акт. Когда муж сближается со своей женой, он читает молитву, и Аллах Свят Он и Велик оберегает их ребенка. И ученые пишут, что это первое право ребенка, потому что это духовный акт. А что же в нашем обществе творится сегодня? Если к 16 годам ты все еще девственник, то значит с тобой что-то не так. Вот почему среди тех 7 категорий людей, которые будут в тени в судный день, будет молодой человек, который вырос в поклонении Аллаху Свят Он и Велик. Он будет в тени, данной Аллахом Свят Он и Велик. Таким образом, первый вид – это ваше плотское желание. Возбужу у них несбыточные мечты. Второе – то, что сатана будет обманывать вас в вере в ложные устремления этого мира. Он заставит вас верить в ложные устремления мирской жизни, и он сделает этот мир смыслом вашей жизни. Он сделает этот мир не только смыслом вашей жизни, но он не даст вам времени даже задуматься о смысле вашей жизни. И пречист Аллах. И как вы видите, обещания сатаны сбываются. Вы знаете, они дают вам ваши телевизоры, затем дают вам ваши видео, а затем дают вам ваши DVD-диски, потом дают вам ваш спутниковый канал, так что у вас имеется это бесчисленное количество каналов. И тогда они дают вам ваши мобильные телефоны, потом телефоны с функцией голосового набора, дают телефоны с камерами, телефоны с видеокамерами, а после дают вам интернет в телефоне. Словно это похоже на плакат, говорящий «можешь покупать, пока не упадешь замертво». А вот когда ты упадешь замертво, этот же сатана скажет: «Не вините меня, вините себя, я лишь призвал вас, ответственность на вас». И вы будете обмануты так же, как и миллиарды тех, кто был обманут до вас. Это второе обещание сатаны. Третье обещание сатаны. Я буду приказывать им, чтобы они обрезывали уши у скота. А ведь неверующие то и делали, что отрезали ухо, и затем они резали животное во имя своих богов и позволяли ему идти. А после того, где бы оно ни упало, оно было дозволено для мужчин и запретно для женщин. Это то, как они поступали. Автор Тафсир аль-Мазари упоминает об этих средствах и способах, и о том, что наступит время, когда сатана прикажет человеку уродовать создание Аллаха Свят Он и Велик. И вы на самом деле можете видеть таких сегодня, глядя на наше общество, потребительское общество, в котором они пытаются создать куриц без перьев. Да, они хотят создать куриц без перьев. Недавно в Швейцарии они обнаружили дрозофила, а у этого насекомого они нашли ген, который они назвали безглазый. Затем они объявили о том, что куда бы они ни вводили этот ген, вырастал глаз. Так они ввели этот ген на 14 местах этого летающего насекомого, этого дрозофила. И на всех 14 местах этого насекомого выросли глаза. Посмотрите, как человек играет с Богом, играет с творениями Аллаха Свят Он и Велик. Но и это еще не все.
И четвертое обещание сатаны – это: «Я буду приказывать им, чтобы они изменяли творение Аллаха, свят Он и велик». Пречист Аллах, знаете, традиционной интерпретацией данного аята было сбривать бороду, что изменяет облик творения Аллаха, так как это было признаком мужчины. Выщипывать брови было признаком изменения творения Аллаха, свят Он и велик. Но так как книга Аллаха, свят Он и велик, превыше времени и пространства, она актуальна во все времена и является руководством до последнего дня, сегодня это относится к вашей генно-модифицированной еде. Она изменяет естественный процесс, меняет создание Аллаха, свят Он и велик. Когда они берут морозостойкий ген арктической рыбы и вводят его в помидоры, чтобы они дольше хранились на прилавках, это не что иное, как игра с творением Аллаха, свят Он и велик. Потому что, верите мне вы или нет, но рыба не имеет никакого отношения с помидорами. Так не бывает. Это генно-модифицированная еда, и вы играете с творением Аллаха, свят Он и велик. А что может быть большим искажением творения Аллаха, свят Он и велик? Что могло быть более худшим изменением творения Аллаха, свят Он и велик, чем то, как мужчина превратился в женщину, а женщина превратилась в мужчину? И это было четвертое обещание сатаны. И вы видите, как оно воплотилось в реальность сегодня. Что может быть хуже того, что мужчина становится женщиной, а женщина становится мужчиной? Сатана говорит: «Я буду приказывать им, и они будут изменять творение Аллаха, свят Он и велик». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Держитесь за книгу Аллаха, свят Он и велик». И книга Аллаха – это решение между вами. Это то, что выносит решение между вами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом 1400 лет тому назад. Если мусульмане подумают, что их достоинство заключается в чем-то другом, Аллах унизит их. Посмотрите на сподвижников. Это была группа людей, которых все остальное человечество считало асфаля сафилин. А потом пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и изменил этих людей. Он принес путь, и это был ислам. И затем этот же самый народ, которых считали самыми худшими из людей, стали лучшими из людей, которые ступали по этой земле после пророков, мир им всем. Что это было? Это был ислам. Для других людей имеют значение другие философии. Для других людей главным являются другие идеологии. Но для мусульман не может быть ничего важнее ислама, потому что это община, относительно которой Аллах, свят Он и велик, говорит в Коране: «Вы лучшие из творений, вы избранные из человечества». И теперь, если вы думаете, что ваше достоинство заключается в других философиях или идеологиях, вы заблуждаетесь. Единственное время, когда мусульмане удостаивались чести, это было, когда они держались религии Аллаха, свят Он и велик. Взгляните на историю. Когда они отвернулись от религии Аллаха, Аллах тоже отвернулся от них. И вот почему мы находим себя в столь униженном положении сегодня. Посмотрите на состояние мусульман. До тех пор, пока мы не осознаем, что все наши сегодняшние проблемы из-за того, что мы отвернулись от Аллаха, свят Он и велик, мы не сможем вернуться к Корану и Сунне, не сможем вернуться к словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и найти средства исцеления. Но проблема в том, что мы ищем средства где угодно, но только не там, где нужно. Именно поэтому мы и находимся в больном состоянии. Разве мы не больны сегодня? Разве сознание молодежи не омрачено? Куда мы катимся? Разве сердца не больны? Поэтому общество имеет много порывов. Оно будет диктовать тебя и втягивать во множество направлений. И чем большему количеству направлений ты последуешь, тем больше ты будешь запутанным. Знаете ли вы, что является причиной морской болезни? Морская болезнь, знаете, чем она вызвана? Подумайте. Ухо посылает сигнал в мозг о том, что что-то не так, когда судно трясется. Также и глаз посылает сигнал в мозг, но уже о том, что все в порядке. Таким образом, у вас имеется два противоречащих сигнала, поступающих в мозг, и вследствие чего вы заболеваете, и у вас начинается рвота. Вы становитесь болезненным, и вот почему сегодня вы находите мусульманскую общину больной. А причина в том, что мы втянуты во множество направлений. Разум омрачен, сердца больны, мозги запутаны. А что же то единственное, что исцеляет морскую болезнь? Это когда вы поднимаетесь на верхнюю палубу и всматриваетесь на нечто абсолютно прямое, абсолютно ровное, как горизонт. Тогда вся путаница исчезает.
Точно так же и для нас есть только одно руководство. И Аллах Свят Он и Велик говорит об этом в начале суры Каф. Он говорит: «Вся хвала Аллаху Свят Он и Велик, который ниспослал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, своему рабу, книгу и не сделал в ней искажения». И до тех пор, пока мы не вернемся к книге, в которой нет искажения, мы будем оставаться запутанными, какими мы и являемся сегодня. Да сделает Аллах Свят Он и Велик нас из тех, кто следует сунне пророка, алейхиссаляту вассалям. Да сделает Аллах Свят Он и Велик нас из тех, кто во времена смуты обращается к книге Аллаха Свят Он и Велик. Да объединит Аллах Свят Он и Велик нас в этой жизни, и да воссоединит Аллах нас в Джаннатуль Фирдаус.